сахна дават мекунем доктор илмҳои психологӣ ва иқтисодӣ, доктори профессори тренингҳои бизнесӣ, президенти мактаби байналмилалии рушди инсон само Саидмурод Давлатов қарсак бизанед. Оғаз ба муарифӣ кардан ҳоҷат нест. Бароки мо касро мешиносем. Саидмурод Давлатов қарсакҳои шумо. Вы здесь должны свободнее быть, договорились? Смотрите, здесь не свадьба, здесь не надо стесняться. Очень важно, что вы думаете, то и говорили мне. Иначе, если вы когда-нибудь были у врачей? Если вы были у врачей, врачу надо говорить правду. Если вы неправду говорите ему, он не может назначить вам диагноз. И если назначит, по крайней мере, возможно, он неправильный диагноз назначит. Правильно? Здесь очень важно, что творится в вашей голове, что происходит. Вы говорите правду, договорились? А вот мы приходим к пониманию, что, оказывается, 3 женщины понимают мужчин, остальные не понимают. Теперь уже не сомневайтесь в своем выборе. Я вам скажу правду. Сейчас несколько вещей. Вот, госпожа, как вас зовут? Зарина Джон. Скажите мне, пожалуйста, откуда вы узнаете, что мужчина вас любит? Эй, ребята, смотрите, а вы что, не хотите быть любимые? Все хотите быть любимые. А тогда зачем смеетесь? Это нормально, приятно, внимательно послушай. Когда он ревнует вас, ух ты, когда он ревнует вас, а у вас ощущение, что вау, значит любит, класс! Я понял. Вы королева? Нет, я не спрашиваю, вы уважаете, я спрашиваю, как вы узнаете, он вас любит или нет? Еще раз, снова, потому что вы начинаете говорить о себе, я спрашиваю про мужчину. Пожалуйста, снова, я хочу, чтобы вы фокусировались, пожалуйста, послушайте внимательно. Как вы узнаете, что он вас любит? Вот она сказала, если он меня любит, он ревнует. А у вас? А нет, я не спрашиваю, у вас есть ревность. У вас как? Эй, госпожа, тихо. Если 30 лет живем, значит он любит. Вот, поняли, да, ребята? Вот, и внимание, обратите, это очень интересно. Сейчас мы посмотрим следующую версию. А у вас как? Пожалуйста, тихо. У вас как? Я понимаю, что у меня есть отец, он любит меня. Я понимаю. Ну, отец всех любит. Солнце, я спрашиваю тебя такое. Давай по-другому. Ты понимаешь мужчин? У тебя есть парень? Да, давай поговорим вдвоем. У тебя есть парень? Давай честно. Значит, ты в сердце любишь кого-то? Правда любишь? По-настоящему? Очень хорошо. А как ты думаешь? А как, вот смотри, ты чувствуешь его? Он тебя любит? Откуда ты знаешь? Это ты так думаешь? Понял. Спасибо, любимый. Хорошо. Спасибо. Пойдемте дальше. Ребята, все со мной должны быть свободными. Договорились? Можно я скажу? Я не вижу, там фонарик много. Где вы сидите? А вы понимаете мужчин? Стоп, королева, подожди. Вы понимаете мужчин? Можете свет повернуть к ней, чтобы ее лицо видел? Да, говорите. От его поступков. Если человек делает для него, для человека что-нибудь, то такое дело большое, и значит, что этот человек его любит. Спасибо. Очень хорошо. Спасибо. Внимание, братья. Я думаю, что с тобой соглашаются. Я думаю, что с тобой соглашаются все женщины.
На самом деле, это вы так хотите женщине. На самом деле, это вы так хотите, что он ревновал. На самом деле, это ваши ожидания. Вы ждете, чтобы на самом деле он ревновал вас, или вы ожидаете, чтобы он понимал вас. Это ваши собственные иллюзии. Это ваши действительно собственные ожидания. Что больше всего причиняет в семье нам боль? Представляете, сейчас к этому придем. Садитесь, солнце. Если сейчас спрошу, кто хочет, чтобы муж ревновал, половина за руку поднимает, поверьте. Внимание, братья. Что причиняет нам боль? Нам причиняет боль не муж. Нам причиняет боль наши собственные ожидания. Мы почувствуем много разочарований. Что причиняет нам разочарование? Мы ожидаем от других идеальные поступки. Мы ждем, что они поступают просто как чудотворец. Они должны вот что-то такое быть. А вот наши собственные ожидания, они начинают нам причинять боль. Когда если вдруг эти люди не оправдывают наши ожидания. Мы в самом детстве сильно мечтаем. Мы мечтаем, что я найду женщину, которая понимает меня. Я найду женщину, которая рожает мне детей. Я найду женщину, которая сделает для меня то-то, то-то, то-то. А потом вдруг ты найдешь такую девушку, но когда ты женишься, она прекрасна, все хорошо. Но когда по пути в жизни, она начинает меняться. И мужчина в шоке. Природа мужчины и женщины большое отличие имеет. Например, мужчина, когда женится, он смотрит многих разных девушек и приходит к пониманию, что вот это моя избранница. Выбирает одну и говорит, вот это моя любимая, я буду жить с ней. Но когда он женится, он надеется, что она такая останется до конца жизни. А теперь посмотрите, что для женщины. Женщина, когда выходит замуж, она точно так же подбирает свою надежду, любит и так далее, но она выходит замуж с надеждой, что он изменится. Мужчина надеется, что она останется такая, а женщина надеется, что он изменится. А если он не изменится, я сама изменяю его. Вы меня правильно поняли? Хаме занак ме муратку, орус дуратка, хаме шамраш ягнезот ахлаш ме бьет. То есть до конца жизни женщина надеется, что когда-нибудь он поймет меня, когда-нибудь он станет лучше. Почему? Потому что надежда женщины больше. Вот спросите любого из вас. Любой из вас знает минусы своего мужа, минусы своих детей, минусы своих родителей. Но вы всегда надеетесь, что муж исправится. Когда-нибудь исправится. Именно эта надежда женщины действительно стала причиной, что жизнь продолжается на земле. Поскольку разница большая между выбором мужчины и женщины, она причиняет слишком боль. Очень много боли причиняет. Вы внимание обратите. Мужчина женится в надежде, что она останется такая, но, к сожалению, проходит несколько времени, она в самом начале невеста она такая. А потом первый год уже такая. Через год уже вообще. Она меняется. А это парень в шоке. Почему она изменилась? Она же была другая. И постепенно женщина начинает почувствовать свою власть. Мужчины бывают разного вида. Мужчины, которые уступают вам, уважаемые женщины, мужчины, которые уступают вам, это признак их мудрости. Я повторяю. Многие мужчины не ссорятся с женой только по одной причине. Они не ссорятся с женщиной, потому что они понимают, что бесполезно ссориться. Это да? Как вы думаете? У меня к вам вопрос. Если два человека ссорятся, кто виноват? Нет, кто умнее. Если он умнее, зачем он ссорится? Когда два человека ссорятся, оба глупые. Умный человек всегда должен уступить. Он не может ссориться. Иначе разница не остается. А у нас привычка уже. Если она что-то говорит, мы что-то говорим. Если он что-то говорит, она что-то говорит.
Ну, в последнее время женщины 5 раз больше разговаривают, чем мужчины. Такой тоже есть. Я буду рассказывать по природе мужчин и женщин, и вы все равно потихонечку поймете меня. Внимание, братья.